днем. А веселые игрушки мой перевернули дом. Новогодние игрушки, свечи, хлопушки днем. Молодцы какие! А веселые игрушки мой перевернули дом. Громко! Ого, ну и ого. Понятно? Нет! Дерево! В Китае, как и в других странах, Новый год – Главный и любимый праздник, правда именуемый Чуньцзе. Жители государства отмечают Новый год более 2000 лет. По словам историков, первые китайцы начали встречать Новый год во времена неолита. В тот момент они отмечали несколько праздников, являющихся прообразами Нового года. Поднебесный Новый год отмечают в конце зимы по лунному календарю. Дата плавающая, поэтому новогодние праздники начинаются по-разному. После перехода на григорианский календарь жители Поднебесной именуют Новый год праздником весны. В народе его называют Нянь. Давайте подробнее поговорим о праздновании в Китае. Празднование китайского Нового года – настоящий фестиваль, продолжающийся полмесяца. В это время каждый гражданин страны может рассчитывать на неделю официальных выходных. В Китае проходят все организованные представления, пиротехнические шоу и зрелищные карнавалы. Каждый из перечисленных событий сопровождается запусками фейерверков и сладками петард. На новогодние атрибуты китайцы тратят много денег. А или нет? Китайские ученики пишут на доске кисточкой с цветными чернилами. Нет! Кто нет говорит? А кто да? Вот он! Кто говорил да, тот прав. Китайцы первыми научились добывать шелковую нить. Кто за то, что да? Да! А кто за то, что нет? Правильный ответ. Кто Да. сказал нет? Вот, я сказал Кто нет. сказал нет? Я тоже Правильный ответ сказал нет. Дальше. Правильный ответ. В Китае было постоянно много обрядов и новогодних примеров. Перед Новым годом на притолку двери прикрепляли 5 длинных полосок бумаги, которые означали 5 видов счастья. Удачу, почет, долголетие, и богатство и радость. Согласно древнему обычаю, при встрече Нового года полагается шумно веселиться. Для этого жители Китая запускают фейерверки, а также взрывают петарды и хлопушки. Надо обязательно пошуметь.
Поскольку по легенде, ко дню Нового года злые духи, изгнанные отовсюду, ищут себе новый укромный уголок. Селятся в нем и целый год, потом чинят хозяевам разные неприятности. До изобретения питательных лопушек для создания трубопод шли любые предметы из домашнего году. Это было 18 января. В этом праздник уже будет сейчас 7 февраля. Это связано с тем, что восточный год наступает первое весеннее новолуние, а потому мы не привязаны к смене числа в календаре, а напрямую зависит от движения нашей спутницы Луны. И, конечно же, как и у всех народов мира, у китайцев есть множество традиций, примет и суеверий, связанных с этим праздником. С древних времен, перед Чунцзе, праздником весны, китайцы забирались в своих домах, прячась от огромного чудовища Ниан. По-китайски Ниан обозначает год. Как попадалось на пути как гласит легенда, чудовище каждый год вылезало из моря и пожирало все живое, что ему попадалось на пути по прогулке по земле. Те, кто забирался и сидел дома, ел, пил и молился, просыпались до утра, просыпались, выходили на улицу, чтобы увидеть ущерб и проверить смерть. Так длилось до того момента, пока китайцы не знали, что Ниан пугается красного цвета и сильного шума. Именно так появилась традиция праздновать Новый год в красном одеянии. остальных городах 31 декабря отмечается Новый год. Но в Италии есть традиция, что 6 января у них отмечается Рождество. И 6 декабря они украшают дома. А у них еще символ не елка, а сценка рождения Христа. И уже после 6 января прилетает волшебная бабка Ёшка и дарит детям послушным конфеты, а непослушным уголечки. Я была послушная целый год. Вы не послушны? Послушная! Я тоже была послушная. А я первая! Я сейчас Баба Ёшка не хочет мне ничего дать! Значит, Бросим! Я она еще ищет долго. Баба Ёшка, дай лучше я сделаю. Вот, дай. А что ж там в том мешке, что ты найти не можешь? А, это для непослушных детей мешок. Галек доставай. Вот так вот. О, видишь? Ну что там? Чесноку надо еще мед. А мед у меня есть. Нет, там еще есть. Спасибо.
Мне дали как послушной, ура! Я заслужила. Очень. Я очень. Ты была послушной? Вот сколько послушных поступило детей. Мы представляем болгарские коляды. Вот эти палки, которые держат мальчики, это сурбочки, которые бьют детей, чтобы они были счастливы. На счастье! На счастье! Меня, чтоб счастливая была. Вот сюда надо. Всем по 10, счастье всем надо. А чеснок бережет вас от злых духов. Вот, самое страшное, чеснок. Молодцы. Спасибо за внимание. Минута. Что только он умеет устраивать самые яркие, самые красочные фейерверки. Также в Колумбии существуют приметы или предания, что ровно в полночь колумбийцы загадывают не одно, а целых 12 желаний. При этом они на каждый удар часов они должны загадать по одному желанию, съесть при этом одну виноградину. Где виноград? Чары твои уже не здесь. Дальше. Следующий. Вот этот человек в шляпе. У нас не было шляпы мексиканцев, поэтому мы придумали такую новая шляпа. И сомбреро. И для ее применения. Сомбреро ставили раньше соусом, который макали
делали треугольненькие печеньки и чипсами. И так ели, ходили и ели, макали и вот. Поэтому они завернуты такие. Там соус купили, да. Они в посуду еще. Ну, давай. Старий рік минає, новий наступає. Старий рік минає, новий наступає, новий наступає. Старий рік минає, новий наступає, новий наступає. Пане господарю, великий владарю, пане господарю, великий владарю, великий владарю, пане господарю, великий владарю, великий владарю. Дайте нам з полиці із медом пшениці, і ще щось такого до столу святого, до столу святого, і ще щось такого до столу святого, до столу святого. Старий рік минає, новий наступає. Старий рік минає, новий наступає. Христос страждає. Старий рік минає, новий наступає. Христос страждає.